В эфире «Россия-24» Башкортостана, программа «Вести интервью». А у нас в гостях известный блогер Раис Габитов. И говорить мы будем о том, как сделать Башкирию привлекательной для туристов. Раис, здравствуйте. Я думаю, что многим зрителям, которые сейчас нас смотрят, известно, что вы стараетесь, по крайней мере, в своем там подведомственном блогерском пространстве, сделать Башкирию привлекательной для туристов. По крайней мере, вот все знают, что к нам приезжал известный тоже блогер в стране, который специализируется на такой узкой, достаточно привлекательной для многих интимной сфере, и она написала о том, что башкирские мужчины вот круче всех мужчин на свете. Что случилось? То есть она оценила ваши какие-то достоинства? Нет, это блогер Марена Марана, да, она находится в первой двадцатке самых популярных блогеров. Ее блог примерно 1 миллион просмотров в месяц. У нас нет таких СМИ даже, кажется, в Башкирии. Вот, она приезжала в санаторий Иктыкуль, вот, отдыхала там и просто свое впечатление сложила от тех мужчин, которые окружали ее. Но как так получилось, что окружал ее Раис Габитов? Нет, на самом деле там была конференция наших хирургов, уфимских. И там были урологи, хирурги, и они с ней говорили, как бы, и они, похоже, произвели на нее неизгладимое впечатление, наши мужчины. Ну, я думаю, что вам не стоит отрицать, что и вы произвели неизгладимое впечатление. То есть это был какой-то специальный сюжет, сделанный про Башкирию, для того, чтобы привлечь туристов в санаторий Иктыкуль? Или так получилось случайно? Ну, это, знаете, это похоже на челночную дипломатию. Знаете, анекдот про челночную дипломатию, как бедного парня женить на богатой девушке. В среде блогеров что-то не всегда можно получить хороший результат, не всегда платя огромные деньги. Вот, и в частности для Башкирии я стараюсь делать такие проекты. Допустим, Марена Марана, она такой, блогер достаточно известный, но и она коммерческий блогер, да. Чтобы она, у нее достаточно большие гонорары, там 30-50 тысяч, допустим, за один пост, да. Чтобы она приехала, написала несколько постов про Башкирию, я придумал такую схему. Я позвал другого блогера, очень крутого московского фотографа, Пушба. Вот, но у нее тоже день стоит 50 тысяч. Вот, тогда я сказал санаторий Иктыкуль, давайте мы пригласим их, они отдохнут. У нас же прекрасная природа. Вот, у нас не как в Москве же, правильно? Вот, и я сказал Пушбе, давай ты приедешь и пофоткаешь. Он говорит, я бесплатно не поеду. Он говорит, я говорю, давай отдохнешь с детьми в прекрасном башкирском санатории, тебя полечат, там, детей полечат, прекрасная природа, там, горы, озера. Она говорит, это интересное предложение. Потом я говорю Марене, Марена, приезжай в Башкирию. Она говорит, какой гонорар? Я говорю, гонорара нет, но будет очень крутой фотограф, сделайте очень эксклюзивные фотки, и твои читатели будут балдеть от тебя, и ты напишешь кучу постов, которые выйдут в топ-ЖЖ. Она говорит, очень интересное предложение. Как санаторий Иктыкуль в итоге к этому отнесся? Вот, я говорю, санаторий Иктыкуль, хотите, чтобы про вас была слава? Вот, они говорят, конечно, хотим. Нужно всего лишь, там, чтобы оплатить приезд блогеров, там, какую-то небольшую сумму, писать они будут бесплатно. Санаторий Иктыкуль говорит, прекрасное предложение. Все это стыкуешь, в итоге они пишут про Башкирию, они в восторге, и санаторий Иктыкуль в восторге, Марена в восторге, и нам Марена в восторге, в том числе от башкирских мужчин. Раиса, а тебе какая выгода от этого? Это движуха, я создаю движуху, я становлюсь делателем хороших проектов. У меня хорошая репутация. И в следующий раз, допустим, понятно, что, допустим, у санатория Иктыкуль или у Башкирии нет денег. Но будет какой-нибудь другой бренд, и я скажу, вот, посмотрите такой кейс. Мы продвинули так-то санаторий, у нас было столько-то там сотен тысяч просмотров, вот, и я умею так работать. Они говорят, Раис, отличное предложение, давай сделаем, вот тебе 1 миллион, понимаете? Понятно, то есть ты в будущем надеешься монетизировать таким образом то, что ты делаешь. А все-таки двигать-то тобой, скорее всего, не желание заработать денег, а желание, наверное, изменить мир. Конечно, потому что, самые, на самом деле, хорошие дела делаются тогда, когда человек хочет изменить мир, а не свой статус в нем. Вот, и поэтому, это дело хорошее. То есть у меня от этого карма хорошая становится. Вот. И когда карма хорошая, у тебя все удается, понимаете? Вот как-то это все вместе. И деньги приходят там, и путешествия, и люди хорошие, и республику славлю. И все, всем классно. Было бы странно, что, если, допустим, привлечение туристов в республику зависело от одного единственного блогера, там, Раиса Габитова, да? То есть должны же работать какие-то структуры, которые должны привлекать людей в те же санатории. Вот на твой взгляд, какие места в Башкирии нужно сейчас вот прямо вкладываться в них, развивать их,
работать так, чтобы к нам поехали люди? Ну, смотрите, кроме, ну, и, допустим, я занимаюсь пиаром, но кроме пиара можно, конечно, классно рассказать, но нужно еще какая-то, чтобы была инфраструктура. То есть, чтобы были места, где можно было там, ну, дороги, чтобы доехать дороги, хотя бы. там, да, и так далее. Ну, хоть что-то такое минимальное. Вот. То, что касается мест, у нас, ну, есть, понятно, что мы не самые, может быть, уникальные в России, но одни из самых лучших точно. У нас есть горы, очень классные, уральские, получается, да. У нас есть хорошие леса, у нас есть тема бурзянского меда, вот, у нас есть Иремель, у нас есть Кумыс, вот, и у нас есть какие-то озера, там, водохранилища хорошие, типа Павловское, Нугуш, вот. И из этих как раз мест можно делать классные точки, куда будут приезжать люди. И еще, у нас есть очень хорошие люди, на самом деле, потому что те блогеры, которые приезжают, даже когда был не форум блогеров 2 года назад почти, да, они всегда выделяли, что у вас очень добрые, душевные люди. Вот, и... Живут в Башкирии, нас нужно, как добрых душевных людей, продавать еще как одну достопримечательность. Потому что я согласна, в Москве люди злее, допустим. Да, ну то есть, понимаете, чем дальше как бы на восток, тем люди лучше. В Сибири они вообще дружелюбные такие, понимаете? Вот, а чем дальше на запад, тем как бы они, ну, злее, там, я не знаю, не то, что злее даже, может быть, как-то, может быть, как корыстнее, что ли, я не знаю, там, да, ну, по-другому как-то, вот. Ну, ты прославляешь в своем блоге разные башкирские места привлекательные. У чиновников от туризма не возникает ревности к тебе? Слушайте, ну, на самом деле, я же на их территорию не захожу, я же на их бюджеты не претендую. Я это делаю на деньги каких-то вот частных компаний или там вообще там без денег делаю, да. Поэтому, ну, мне кажется, мы как-то параллельно существуем. А в конце концов, им же тоже, ну, нормально, потому что я же как бы, ну, близкую к ним задачу выполняю. Ну, понятно, тогда они, наоборот, должны как тебе, как популяризатору вообще башкирских курортов, давать, наверное, какие-то гранты там, или хотя бы просто нематериальное поощрение в виде грамот. Ты знаете, ну, как бы мне слава не нужна в том смысле, что от, ну, там, от чиновников, потому что, но мне важна слава профессиональная, а я пиарщик, да, соответственно, кейсы, как бы они больше ценятся, допустим, скорее в больших компаниях, компаниях класса федеральных. Вот, а не среди региональных чиновников. Поэтому, ну, как бы в этом смысле слава не нужна. То, что касается бюджета и грантов, это очень опасная тема, на самом деле, потому что я как-то, у меня был опыт работы с ЖР, с государством, и это очень жестокая штука, потому что тебя заставят делать то, что ты не хочешь, вот, за очень маленькие деньги, потому что все это попилит, вот, и ты почувствуешь себя, в конце концов, дураком. Поэтому я лучше, ну, мы как бы стараюсь нейтрально к ним относиться, держаться подальше. То есть по зову души заниматься просто? Ну, конечно, ну, у меня карма хорошая. Да. Я знаю, что ты был недавно на Эльбрусе, я думаю, на меня обидятся твои поклонники, если я об этом не спрошу. Для чего ты полез на эту гору, зачем тебе это понадобилось? В очередной раз. В очередной раз, да. На самом деле, очень простое самое, тоже спрашивают, это вызов, ты борешься с собой. На самом деле нет. Это такой классный способ подпитать энергию. Я называю это поменять батарейки. Вот ты, ну, там, работаешь, что-то делаешь, двигаешься, и потом, ну, ты просыпаешься каждое утро и не такой счастливый, как в детстве. Когда ты забираешься на Эльбрус, это очень тяжелая миссия, да. Ну, я могу сравнить ее с 10 марафонами подряд. Вот. И ты делаешь что-то из последних сил, но когда ты спускаешься через вот это вот через эту вот работу, да, у тебя меняются батарейки, и в тебя, как терминатор, вставляет новую жизнь. И вот сейчас я как раз я нахожусь в таком состоянии. Я просыпаюсь каждое утро, как в детстве, как будто мне 18 лет или там 10 лет. И мне классно. Мне все время классно. Может быть, просто ты достиг каких-то определенных высот в своем деле, допустим, в том же блогерском, и ты понимаешь, что ты можешь влиять на общественное сознание? Нет, блогерство – это не дело, это хобби. Но все равно с влиянием на общественное сознание. Ну, опять же, влияние на общественное сознание тоже не цель. Скорее цель – это чувствовать себя гармонично, чтобы мне было хорошо. Вот. Что бы ты мог посоветовать, ну, там, читателям твоим, поклонникам твоим? В Башкирии есть такие места, которые, подобно Эльбрусу, заряжают человека энергией и делают его молодым? Конечно, Белорецкий район, мой любимый, откуда я родом. Это любые, ну, вот, горы, потому что самое простое, когда ты забираешься на гору, это похоже на проект или на такой тимбилдинг, да? Ну, преодоление, вероятно. Цель.
Да, вот, то есть гора, ты забираешься на нее, тебе тяжело, ты достигаешь вершины, и на десятки километров вокруг ты на высоте находишься, да, ты видишь, иногда, может быть, облака могут быть под тобой, да, вот, и твое сердце, твоя грудь пронзает удивительное чувство спокойствия и мощи, и потом ты уже спускаешься, и тебе классно, вот, поэтому любая гора, она в этом смысле хороша. Будь то Иремель, будь то Елангас, там, или, не знаю, там, Малиновка даже. Ну, все горы хорошие. Ну, я думаю, что сегодня, да, те люди, которые посмотрели нашу программу, сейчас, наверное, будут собирать снаряжение, чтобы подняться на гору, потому что действительно умеете вы заряжать позитивной энергией. Я напоминаю, вы смотрели программу «Вести интервью», а у нас в гостях был известный блогер Раис Габитов. Мы прощаемся с вами. До свидания.